вместе с радио «Эхо Москвы». Послесловие с Азаматом Саитовым. Добрый день. В прямом эфире финской радиостанции «Эхо Москвы». Авторская программа «Послесловие». В студии Азамат Саитов. За звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Напоминаю для наших подписчиков в социальных сетях, что радиоэфир также транслируется в прямом доступе в Фейсбуке и Ютубе. Итак, мы начинаем. В конце минувшей недели депутаты Госсобрания Курултая Башкортостана практически единогласно при одном воздержавшемся переизбрали на должность уполномоченного по правам человека республики Рима Каюмова, занимавшего пост с 2009 года. Небольшая справка. Новый старый омбудсмен пришел в эту сферу в свое время из органов МВД. Рим Каюмов тогда возглавлял Республиканское управление по борьбе с экономическими преступлениями. Кстати, все его предшественники же были выходцами из силовых структур. Один до назначения занимал должность замминистра внутренних дел Башкортостана, другой был заместителем прокурора республики. И еще любопытный факт. Нынешний главный российский омбудсмен Татьяна Москалькова, генерал-майор полиции в отставке. У меня сегодня в гостях Рим Каюмов, новый уполномоченный по правам человека Республики Башкортостан, утвержденный на минувшей неделе региональным парламентом на 3-й пятилетний срок. Добрый день и вам, Рим Федаевич. Добрый день. Снова сроком вас, хотя такое звучит на языке силовиков весьма двусмысленно. Как вы объясняете сами тот факт, что правами человека, как и в центре, так и на местах, как видим, занимаются бывшие правоохранители? Ну, позвольте, конечно, пользуясь случаем, слова благодарности выразить время исполняющего обязанности главы республики Радия Фаридовича Хабирова за оказанное содействие, естественно, федеральному полномочию Татьяне Николаевне Москальковой и всему депутатскому корпусу под председательством Константина Борисовича Толкачева. Этот вопрос, наверное, неоднократно мне задавали. Почему именно? Я вам хотел статистику привести о том, что, значит, вот с региональных уполномочий Российской Федерации практически 30% это, если бывшие заслуженные, уважаемые люди, которые проработали в органах прокуратуры, Следственном комитете, управлении юстиции, ну и в органах внутренних дел. Понимаете, ситуация какая? То есть, ведь работает тот же Министерство внутренних дел, прокуратура. Мы ведь занимались, ну, допустим, бывших не бывает, говорят, так ведь, да? Той же, допустим, защитой прав человека, но уже более в узком МВД. Если, допустим, я был начальником управления МВД, то есть именно экономическая безопасность. Если взять органы прокуратуры, это вот без них, без работы, взаимодействия с органами прокуратуры, конечно, защищать права очень сложно. Я поясню, потому что, ну, я считаю, конечно, что на самом деле все-таки должны быть юристы, именно правозащитные. И второе, почему эти вопросы задаются? Ведь я догадываюсь подоплеку этого вопроса вашего зама, да? То, что, наверное, на именно события, которые происходят, где-то какие-то правонарушения прав там, в системе МВД. Но я всегда говорил и буду говорить о том, что не нужно на каких-то единичных фактах делать полностью оценку тем людям, которые с честью, с достоинством и рискуют жизнью. Нет, я никаких тайных мыслей не имел, просто я обратил внимание на закономерность. Что, ну, это, понимаете, допустим... Я, конечно, понимаю, что здесь требуется на этой должности профессионально подготовленный юрист, хороший практически прошлым. Конечно. Ведь и второй, допустим, должность уполномочия, оно без взаимодействия с контролирующими органами, с общественной организацией, это невозможно, я им сразу говорю. И поэтому тут... Понятно. Глядите, вот я буквально с карандашом в руке изучил ваш прошлонедельный, скажем так, отчет на заседании башкирского парламента. И вот хотелось бы в начале разговора получить несколько разъяснений, если не возражаете. Да нет, конечно. Вот только оставим за скобками большую часть вашего выступления с констатацией типичных проблем сегодняшних реалий, которые не совсем относятся к сфере защиты прав человека. Так вот, первое. Из всех социально уязвимых категорий граждан, соблюдение прав и свобод которых было проанализировано, в худшем положении, по вашему мнению, находятся лица без определенного места жительства. И далее отметили вы, число таковых в последние годы резко возросло. Но официальной статистики численности граждан данной категории, бомжей, как по России в целом, так и по Башкортостану, в частности, не существует. От чего, скажите, нет статистики и кто ее должен вести? Я поясню, почему такая картина. По разным данным, где-то около 4 миллионов у нас лиц без определенного места жительства. По России? По России, да. Это по различным данным. И, к сожалению,
ежегодно 1 миллион из них уходит, мир иной, так скажем, и на их место еще 1 миллион прибавляется. По республике? По республике, по моим данным, где-то порядка 5-6 тысяч, наверное, идет. Я объясню, почему нет статистики. Вот, наверное, здесь корень зла весь. Учета нет централизован по одной простой причине. Если те, допустим, МВД занимаются, допустим, где-то, у них статистика идет о выявлении преступлений, которые совершены, допустим, лицами без определенного места жительства, либо в отношении них. Это вот страна МВД взять. Социальные работники, допустим, они учат, сколько услуг оказаны. И вот здесь, конечно, вот эта картина, почему, наверное, и трудно сейчас то, что ни одно, вот если общую цифру никто не ведет. Вот что, каждое ведомство по своей линии. Что, неужели это многотрудно? Вот я поэтому, подождите, да, вот да. Видите, вспомним, давайте, на заре советской власти. Даже тогда страна знала, Совнарком, сколько в стране беспризорников. Да. Вот поэтому я тему эту уже не первый год поднимаю уже, наверное, на протяжении. У меня этому посвящен спецдоклад. Именно для того, чтобы и комплекс мер выработать, и чтобы вот именно искоренить это, необходимо начать хотя бы с учета. Понимаете? Ну, учет появится или нет? Хотя бы в отдельно взятом российском регионе. Я вот сейчас вот как раз над этим и занимаемся. Понимаете? Я дальше скажу, что у нас всего только один комплексный центр по оказанию, помощи социальной. Но ведь и там тоже. Мы сейчас боремся, допустим, не с самим бродяжеством, так ведь взять, да? А с ее последствиями. Самое вот интересное. Понимаете? Для этого нужно создавать комплексные вот эти центры. В Уфе, допустим, он один только на Колгуйской, знаете, все. Где-то он порядка там, сколько там, около 60-70, 70, по-моему, да, 70 койками. В других городах нет уже этого. Понимаете, а проблема же, вот лица, ведь мы хотим, не хотим, они будут есть. Мы можем какую-то тему замалчивать это, но от этого ведь легче не станет. Ну, а в малых городах, в муниципальных районах, неужели нельзя организовать подсчет этих бомжей? Вот потому что поэтому, это живые люди, да. у них у каждого своя судьба. У них своя судьба. И я больше скажу, понимаете, я этой тематикой очень давно занимаюсь. Ведь кто среди них, оказывается? К сожалению, там есть и очень, нет и бывшие воспитанники детских домов. Есть и которые, допустим, и потеряли жилье, которые в результате работы, преступные дети, черных порядочные люди. Да. Есть, конечно, небольшая категория, которым нравится это, понимаете? Ну, это совсем... очень мало, да. Но и людям, допустим, без государства сейчас нужно помочь. Из этой ямы мы не выдернем их, понимаете? Ну, видите, вот констатация идет из года в год. А что нужно делать в первую очередь? Создавать, это буквально 2 года мы рассматривали на Благотворительном совете было, то, что строить реабилитационный центр для них, где они за определенную какую-то плату будут обеспечить работу, квартиру рабочих мест дать на предприятии, и чтобы дать шанс им выйти с этого. Хорошо, вы выходите на региональную власть? Естественно, да. Ну хорошо, вот при Хамитове сколько раз выходили? Собирались ли при новом я вам скажу, региона? На Благотворительном совете рассматривали вопрос, и было планировано построить, в районе колхозного рынка, реабилитационный центр на 100 койко-мест. Данный вопрос, я был сейчас руководителя главы администрации, у Сидякина Александра Геннадьевича, эту тему я поднял. Я, может быть, забегая вперед, тему, которую я выбрал, да, действительно, по созданию хосписов. Я говорил это в своем выступлении. Кстати, вот о хосписах я тоже хотел задать вопрос. Но вот глядите, подождите, вот вопрос такой. У меня слишком много вопросов, боюсь, что просто мы не успеем. Глядите, хорошо, центр в Уфе еще один, возможно, появится. Да. Стерлитамак, Мелеуз, Сибай, который на слуху, Октябрьский, Наул, а там... Нет, это вопрос я поднимать буду, и поднимал я его всегда. Я об этом и говорю, что в больших городах хотя бы даже на один кус, допустим, на южный кус построить один, допустим. Хотя бы с этого. Потому что взять Стерлитамак, Кишинбай, все рядышком. Хорошо, вот вы начали говорить о хосписах, вот я тоже обратил внимание, в вашем докладе очень большое место уделяется этой проблеме, вы и раньше вопрос этот поднимали, но вот... Что изменится с появлением паллиативной медицины, о которой говорил недавно президент страны в своем послании в Федеральном собрании? Вот паллиативная медицина, она, в принципе, как-то, может быть, снижает остроту отсутствия хосписов. Это призыв к созданию теперь сети хосписов становится неактуальным в стране? Сейчас я объясню. Паллиативная помощь была, она очень успешно в республике развивается, это обманчиво, понимаете? Многие наши, наверное, слушатели, путают. Что такое хоспис, что такое паллиативная помощь. Это разные вещи, абсолютно. Паллиативная помощь, я объясню, она ограничена временным промежутком. То есть человек в больнице, допустим, онкологическое заболевание, который находится в последней терминальной стадии, если сказать по-русски, умирает, то есть 18-21 день. Паллиативных коек не хватает. Что же такое хоспис? Это на постоянной основе оказывается помощь не только, допустим, по снятию болевых синдромов больному,
но и психологически. И не только больному, но и их родственникам. Понимаете, в наш адрес поступают просьбы от родственников таких больных, чтобы именно... Понимаете, сейчас вы посмотрите, и на рынке труда все занято. Люди просто из-за трудовой занятости не могут. Допустим, и это же постоянный уход нужен. Понимаете, в терминальной стадии человек умирает уже. И мы, конечно, должны бы обеспечить качество жизни до конца. И вот ситуация такая, если хоспис был бы, допустим, у нас в республике, то есть вопросов не было. Это буквально мы на той неделе, у нас встреча была, рабочее совещание у руководителя администрации, главы республики, у Сидякина Александра Геннадьевича, где, значит, на совещании присутствовал вице-премьер Иванова Ренара Хакимовна, исполняющий обязанности Забелин и представитель здравоохранения, да. И там принято решение, буквально на сжатые сроки, в течение 2 недель проработать эти вопросы, подыскать помещение и либо землю, подставлять хоспис на начало, хотя в городе Уфе. У нас в том кусту, допустим, в Абзелилово, у нас есть же опыт это колоссальный. Значит, было в Абзелильском районе, деревня Салават, был хоспис имени профессора Хидиатова на 35 койко-мест. Оно сейчас работает как в режиме отделения паллиативной помощи. Буквально перед поездкой к вам, мне обратились в Госсобрание депутатов, 20 марта планируется смотреть именно эти вопросы по созданию хосписов, то есть уже на уровне депутатского корпуса, круглый стол. Понимаете, это вопрос очень злободневный. Об этом я, честно вам скажу, я 9 лет говорю. 9. Понимаете, я выезжал в другие регионы, я ознакомился. Я считаю, что после этой рабочей встречи там сжато, и когда встреча была с Радием Фаридовичем, то все эти моменты, я думаю, что это с мертвой точки сдвигается, и хоспис будет у нас в республике. Понятно. Я напоминаю радиослушателям, что в эфире авторская программа «Послесловие». Я Азамат Саитов. У меня в гостях Рим Каюмов, новый уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан, утвержденный на минувшей неделе региональным парламентом на 3-й 5-летний срок. И опять из вашего доклада я процитирую. Остаются проблемные вопросы, которые складываются десятилетиями, носят системный характер, имеют высокую общественную значимость. И далее вы приводите цифру. Ежегодно к башкирскому омбудсмену, то есть к вам обращается более 5000 граждан. Наиболее распространенными стали обращения, связанные с трудовыми отношениями, защитой прав инвалидов, пенсионным обеспечением, правоохранительной деятельностью и множество других, важность которых сложно переоценить. Так начало вашего фраза «остаются проблемные вопросы, которые складываются десятилетиями», носят системный характер. В чем корень зла, живучести этих проблем, и в чем системность, о которой вы говорили? Системность я могу, наверное, чтобы понятнее было, на примере. Допустим, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, то бишь социально. У нас на очередь стоит где-то порядка 80 тысяч, а ежегодно улучшает только 6%. Посчитать, какая сумма. Допустим, по Уфе взять, из 6 тысяч очередников где-то порядка 300 квартир. Есть в районах, в которых вообще обеспечения нет. Идет эта системность. Причины здесь многие, допустим, и финансирование, раз. Второй, допустим, если по законодательству взять, статья 89 расселение в аварийно ветхого жилья. У нас сейчас с 5-го года квадрат в квадрат дается. Потому что расселение с аварийного это не является улучшением жилищных условий, а идет цель безопасности. Я и предлагал, вносил о том, чтобы хотя бы, допустим, инвалидам, многосемейным давали по норме на каждого члена семьи. Это системно это идет. И здесь, конечно, здесь есть и объективная причина, допустим, то, что необходимо, допустим, по 89, это изменять закон. Раньше, если помните, до 5-го года сносился, допустим, какое-то жилье, там проживало 3 семьи, всем 3 семьям давали отдельно благоустроенную квартиру. Помните это, так? Да. Это системный вопрос. И заработной платы, особенно при банкротстве предприятия. Ситуация какая? Где-то в 70-80% заработная плата попадает именно под банкротное предприятие. Я вам сейчас скажу, почему это. И, как правило, то есть выплата, люди теряют не только рабочие места, и не выплачивают, потому что, как правило, конкурсной массы на погашение задолженности не хватает. Везде, допустим, многие говорят о том, что по банкротству, если перейдем, мы всегда говорим, что задолженность выплачивается, в первую очередь. А при этом-то мы не говорим, что есть неочередные платежи. Это налоговое отчисление, это вознаграждение конкурсного управляющего, привлеченные и так далее. А конкурсная масса, когда реализуется, денег не хватает. А по закону, при отсутствии имущественного вложения, все долги считаются погашенными. Все. Что для этого сделать? Конечно, необходимо найти где-то изменения в законодательстве на федеральном законодательстве, я считаю. Я и предлагал, допустим, и на федеральном уровне. Буквально я при встрече, когда с Татьяной Николаевной Скальковой был, я в феврале на согласование, она попросила выступить тоже. У нас будет в мае Координационный совет уполномоченного прав человека Российской Федерации именно по этим вопросам. Одним из предложений взять, допустим, те же налоги. То есть у меня предложение освободить тех работников, которые имеют задолженность, от НДФЛ. Ведь она опять уходит туда. Понимаете?
То есть взять, допустим, конкурс управляющий, не внеочередные платежи, пусть туда идет, пока вот людям не оплатится, потом пускай конкурс. Да, здесь будут риски они. И понимаете, вот эти вопросы, то сейчас страхование, оно есть эти моменты, именно вот эти системные. Я могу много говорить, про тех же бомжей мы говорили. Это не системные, что ли? Системные. Мы не остановились еще на других вопросах по лицам без определенного вмешательства. Это оказание медицинской помощи, жилье. Как? У него нет лицензов, он лишен всего. Он не может какие-то пособия получить. Как правило, вот с кем вот я общаюсь, я же выезжаю по всем этим, и именно с лицами без определенного места жительства общаюсь. Потому что вот здесь проблема. Есть вот системные. когда вы говорите об этих системных вещах, Да. все-таки вот, положа руку на сердце, признайте, вы все-таки больше оптимист или пессимист? Я оптимист. Если пессимистом, здесь уполномоченным делать нечего на этой работе. Мое мнение такое, что все-таки нужно принимать меры, это не только мною, но все, которые... Ведь и делается, понимаете, в этом докладе, кто это изучает, может быть, сложится такое впечатление, как на одном из совещаний я выступил, то есть вот эти проблемные вопросы осветил. И говорит, ну неужели так все печальненько? Да ни в коем разе. У нас в республике громадная работа проводится. У нас сколько только получается социальная выплата. Но задача ведь уполномочия, а именно показывать те проблемные вопросы, над которыми нужно работать. И совместно работать. И вместе, допустим, человек, который приходит, ему же не важно, кто поможет. Я помогу, депутат, либо там министр. Главное помочь. Именно взаимодействие вот этой работы. У нас очень плотно работаем мы взаимодействуем с органами прокуратуры, с Министерством ведомств, вот, с Министерством труда. Вот. Я могу вам, возвращаясь вот к бомжам, вот, продемонстрировать на Фейсбуке, это есть. Вот именно где-то 31 октября к нам позвонил и обратился гражданин, который говорит, что вот у него в саду, это на 39-м километре, замерзает человек. Мы выехали туда с сотрудниками конкурсного центра, мы одели там, ну, привезли вещи, оттуда привезли в центр. Вот я в феврале у него был, да вы посмотрите, я его не узнал, поймите. Совсем другой человек стал. Ему сделали документы, все оформили. Он первую пенсию получил. Именно взаимодействие работать надо, понимаете? Понятно. Напоминаю, что в эфире авторская программа «Послесловие», и у меня сегодня в гостях Рим Каюмов, новый полномочный по правам человека в Республике Башкортостан. Опять из доклада. Вот основным предметом значительного числа жалоб на действия правоохранительных органов является процессуальное нарушение при проведении дознания либо предварительного следствия, сказали вы. Это засчитывают заявители. А вот что вам известно о жалобах на нарушение законности самими правоохранителями при возбуждении дел к явно невиновным? Это проблема. Если у меня выступления нет, то в годовом докладе есть. Да, эту тему я тоже затрагиваю. То есть, допустим, у нас вот цифрами, то есть у нас, который, вот я анализ сделал, который оправдательный приговор у нас есть. Есть вопросы, которые, значит, не арест, вот этот, который я считаю, что чрезмерно применяется мера такая причина, как арест, потому что у нас освобождается следственных изоляторов, и либо приговоры судов, которые не связаны с лишением свободы. Эти проблемы есть. Они озвучены в годовом докладе, и в том году я озвучил, и в 2017 году эти вопросы. Здесь вот именно, то есть это уже стороны, которые... Я не совсем о том злоупотреблениях самих правоохранителей. Злоупотребления, я честно вам скажу, да, допустим, сколько себе взять статистику, да, не есть, но я на этот вопрос, то есть идет расследование, которое, может, вы имеете в виду в прошлом году, которые были они, вопрос нет. Нет, я, в принципе, в целом. Ну, по каждому факту, то есть они, вот если они приходят... о заявителях, об их правах. Это права потерпевших, да. Да, потерпевших. Да. А вот здесь вопрос, который со стороны, допустим, правоохранительных органов, которые нарушения идут, да, по всем, которые к нам обращаются, мы обращаемся по органам прокуратуры, Следственный комитет. В тех случаях, когда там на самом деле идут уже, я скажу, наверное, не громко, а то, что речь идет о преступлениях, то возбуждается уголовное дело, расследуется, и виновные привлекаются к ответственности. Вот видите, с одной стороны, вам, как бывшему правоохранителю, скажем, вроде бы как удобно находить общий язык с ними. Но, с другой стороны, не срабатывает ли вас внутри какое-то цеховое братство к вчерашнему своему коллеге, и как бы так? Вы знаете, я вам скажу, отвечу на этот вопрос, да, я не лукавлю никогда, потому что если я даже там в системе работал, и здесь я всегда только в правом поле работаю, я объективно. У меня принцип работы такой, даже вот у нас, в нашем, как говорится, в поле зрения, то есть мы посещаем изолятор временного содержания, места лишения свободы, также социальные объекты. У меня принцип один. Если я приезжаю, я проверяю, я нахожу какие-то нарушения, я даю срок. Допустим, сколько там, месяц, два, пожалуйста, решите. Нет, тогда я принимаю меры. То, что вы говорите, да, если есть нарушение, то есть это мне не мешает, и никогда нарушил, нужно отвечать. Поэтому такой, который вот вы говорите, там, ну,
Но они пытаются, они как-то, скажем так, сыграть на ваших струнах, что мы же одной крови. Не, на каких струнах? Мало ли, все-таки поймите они одно, же чувствуют если я я здесь свой, бывший свой. Ну, тогда пойду я здравоохранение и так далее. Вы что думаете, чем-то отличается эта вот работа? Я прихожу, проверяю, там, допустим, смотрю на соблюдение там, прав здравоохранения. Нет, я бы не хотел бы, конечно, так грубую фразу, но обычно в народе тогда говорят так, мент мента поймет. Вот я почему говорю, вот вначале вопрос задали, да, почему-то вот это как вот складывается у людей, да, если, допустим, человек правоохранительный, да, я горжусь своей работой, то, что я 20 лет больше отдал туда, понимаете? Ведь там мы защищали тоже, понимаете? Вот, как сказать, вот, и почему-то вот это как вот мне не складывается, у многих правозащитников, как так вот там, милиционеры там работают, так что тут греха таить-то? Когда и федерально назначали, там многие были тоже обсуждения, понимаете? Поймите, если я здесь работаю, вот я начал здесь работать, что я 20 лет там работаю, и здесь, я делаю свое дело, понимаете? И во имя народа делаю. Это не высокопарные слова. Понимаете, много вопросов мне задают, а вот скажите, говорят, почему это, допустим, где-то у вас, какое ваше там самое громкое дело? Понимаете? Я никогда не пиарился, понимаете? Если я в день одному человеку помогу, я очень рад этому. И спасибо, что аппарат. Ремень Витальевич, у нас время уходить на небольшие федеральные новости. Давайте мы сделаем паузу, а радиослушателям я советую не отходить далеко от приемников. Мы еще вернемся через несколько минут. 13 часов 30 минут в Москве. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Добрый день. Департамент информационных технологий Москвы с 2015 года закупает у операторов связи геоаналитику. Это данные о перемещении горожан по движению их сим-карт. За 4 года столичные власти потратили на эти цели 516 миллионов рублей из бюджета, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на портал госзакупок. Получаемые данные власти используют в частности при строительстве транспортной инфраструктуры или для управления транспортными потоками. Госорганы также могут направлять операторам дополнительные запросы, в частности, о прогнозах социально-экономического развития территорий, заболеваний и происшествий, пишет газета. Комиссия по этике рассмотрит высказывание сотрудника Роскосмоса Станислава Жаркова, который назвал жителей хрущевок скотобазой, которая бухает, колется, бросает мусор в подъезде и орет по ночам. Жарков публично извинился за свои слова и призвал рассматривать их как его личное мнение. Сотрудник Роскосмоса допустил подобные высказывания в ходе публичной дискуссии о переселении жителей хрущевок на территорию центра Хруничева, где предполагается построить жилые дома, напоминает РИА. Реставраторы Русского музея планируют переложить на новый холст картину Куинджи «Айпетри Крым». Полотно было повреждено во время кражи из Третьяковской галереи. Главный хранитель Русского музея Ольга Бабина уточнила, что реставрация картины будет проведена после временной выставки в марте. Она посвящена крымскому периоду в творчестве Куинджи. По словам экспертов, состояние картины стабильное, поэтому она допущена к экспонированию. Генподрядчик «Универсиады» подал в суд на красноярское учреждение управления капитального строительства. В 2 исках компания требует, чтобы с учреждения взыскали более 200 миллионов рублей за дополнительные траты при строительстве 2 объектов – спорткомплекса «Радуга» и Академии зимних видов спорта, сообщает РБК. МВД России 1 марта возбудило несколько уголовных дел о хищениях при подготовке к зимней универсиаде в Красноярске. Правда, губернатор Александр Ус утверждал, что речь идет об одном эпизоде хищения на 9 миллионов рублей. Тесла представит свой новый автомобиль 14 марта, объявил основатель компании Илон Маск. Это уже 5-я модель, она будет на 10% дороже. 1 марта Тесла объявила, что отныне будет продавать свои автомобили только через интернет. Кроме того, начинаются продажи бюджетной версии по цене в $35 тысяч. Доллар на завтра 65 рублей 80 копеек, евро стоит 74 рубля 74 копейки. Это курсы Центробанка. В Москве в ближайшие сутки облачно, дождь, ночью около 0, завтра днем до плюс 5 градусов. Сейчас -1, атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». В Уфе есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, что не боятся высказать его вслух. По будням эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы.
Слушайте программу «Персонально ваш» со вторника по четверг после 15 часов. По средам после 13 часов на «Эхе Москвы» в Уфе раскрываем результаты маркетинговых исследований и говорим с экспертами из различных сфер рынка. В программе «Включаем маркетинг». Ведет программу Виталий Пилипчук. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Лошади. Аттар. Табун лошадей. Аттар өйрі. Табун лошадей. Аттар өйрі. У жителя Абзелиловского района украли табун лошадей. Әбьялил районы кешеһенең бер өйір аттарын урлагандар. У жителя Абзелиловского района украли табун лошадей. Әбьялил районы кешеһенең бер өйір аттарын урлагандар. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Послесловие с Азаматом Саитовым. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Это авторская программа «Послесловие». Я Азамат Саитов. И у меня сегодня в гостях Рим Каюмов, новый уполномоченный по правам человека Республики Башкортостан, утвержденный на минувшей неделе региональным парламентом на 3-й пятилетний срок. И вот опять из доклада, я уж честно предупредил, что я ваш доклад с карандашом в руках изучал. Вот из доклада. Каждый гражданин республики имеет право на защиту его прав и законных интересов. Прямо цитату выдергиваю. И абзац заканчивается необходимостью в помощи реабилитации после тюремного срока. Ну, это понятно все. А вот как обстоит дело с судебными ошибками, коих сегодня еще немало? Сотрудничаете ли вы с адвокатами, защитниками? Почему они иногда одни бьются против произвола судебной машины? Ну, на этот вопрос сложно мне ответить, я откровенно говорю, что я в период своей деятельности я не сталкивался с этим вопросом, чтобы судебными ошибками. И к нам в этот адрес не обращались. Здесь я вам откровенно скажу на данный момент. Вот, кстати, вы который раз упоминаете слово «не обращались». Вы работаете только сугубо с обращением, которое зарегистрировано, или вы сами вправе инициировать какие-либо расследования, что вы узнаете из СМИ, видите своими глазами, сталкиваетесь, кто-то из знакомых. Вот. Поясню. Или обращение — это единственное, повод для того, чтобы институт уполномоченного по правам человека начал действовать? Нет. Первое, конечно, идет то, что если вот три направления, как я расскажу, работу уполномоченного. Это первое, конечно, работа с обращением, то, которое приходит официально. Это раз. Второе, посещение тех социальных объектов, мест лишения свободы, допустим, и так далее. То есть именно то есть это проверка... чисто инспекционные поездки? Ну, не инспекционные, вот давайте вот так, не надо инспекционные, да, вот я вам скажу, нет. Второе, конечно, мы отслеживаем, что в средствах массовой информации. В тех случаях идет, если массовое нарушение где-то, которые, да, конечно, подключаемся. Те вопросы, которые, допустим, поймите правильно, мы сталкиваемся практически с одним. Вот, допустим, какое-то сообщение проходит, да, я начинаю проверять. А потом еду, допустим, места лишения свободы. Вы знаете, в моей практике я не один случай могу рассказать. Он говорит, а я вас спросил, нет? Понимаете, бывает даже жены обращаются, родители. Поэтому, как правило, если вот такие сообщения есть, ну, если, допустим, в местах лишения осужденных, я выезжаю на места, я встречаюсь, допустим, с осужденным и с ним разговариваю, веду беседу. При необходимости я беру заявление, чтобы официально у меня было уже обращение. В тех моментах, когда где-то уже массовое нарушение, то есть, да, естественно, я обращаюсь уже в прокуратуру, то есть подключаю, там, мы собираем уже материал. За минувшее десятилетие у вас есть какой-то личный свой счет благих дел? Ну, 20%, которые нам поступают, то есть мы решаем. В тех моментах, потому что поймите одно, то, что некоторые заявления, которые обращения приходят, они, то есть там нет нарушения прав, понимаете? И это есть. Есть, которые трудно разрешимые, которые я вам говорил об этом, где необходимы, где-то изменения федеральных и так далее. То есть вот по жилью. Есть, а вопросов очень много, которые помогали, мы помогаем это. Понимаете, вот.
Брать по примерам, там, я говорю, я как вот, ну, если из всех нарушен, пройтись, они все решаются. Хорошо. Ну, понятно, что вот основная база обязанностей и возможностей уполномоченных по правам человека, она была прописана еще в те времена, когда в нашей жизни не было привычной картины деятельность так называемой, как говорят сегодня, оппозиции. Но ведь сегодня они как факт уже есть, и их немало, и они наши с вами граждане. Вот вы защищаете их права? Обращение, конечно. Опять, если обращение? Нет, не обращение. Ну, а что вы имеете вот в этом вопросе, вот подоплеку, да, вот смотрите, вопрос нет. Ко мне, если, допустим, я работаю в правом поле, есть закон о полномочиях по правам человека, ни разницы нету, где человек, да, оппозиция, не оппозиция. Обращение есть, пожалуйста, все, мы вопросы. Ну, а если взять какие-то резонансные дела, вот человек участвовал в каком-то стихийном митинге, его, скажем так, выезжали, вот мы, допустим, в Кутузку, а вы сами проявляете инициативу, если вдруг нету обращения со стороны того, кого скрутили? Если есть нарушение прав, естественно, я подключаюсь, понимаете? Ну, от того, что вот скрутили, допустим, ну, есть ведь закон основания, есть не без закона. Ну, как вот, давайте вот конкретику, понимаете, вот вопрос, вот, который задаете, да, допустим, вот, я же не могу сейчас по этим, вот, поймите правильно. Григорий Витальевич, я намеренно становлюсь на позицию тех, кто хотел бы задать вам такие ради вопросы. Бога, а что мешает? У меня двери открыты, обращайтесь, я все, что я помогу. Если будут нарушения прав человека, давайте с этого начнем. Понимаете, мы очень много говорим о правах человека, да, так ведь, везде. А почему-то по своей обязанности мы забываем иногда, понимаете? А это я сталкиваюсь каждый день, вот с такими моментами, понимаете? Вот в чем вопрос. Если там, понимаете, ну, я же не могу, допустим, есть, которые, допустим, правомерно приняты, допустим, по каким-то этим обращаюсь, дают правовую оценку Следственный комитет, допустим, либо орган прокуратуры. Если там нет нарушений прав человека, как я могу вмешиваться? Давайте с этого начнем. Оценку же дают Следственный комитет. Нет, знаете, я еще могу, конечно, с вами поспорить вот в чем. Вот, честно говоря, мы сегодня сами не знаем еще полностью своих прав, не обязанностей, права. Потому что, знаете, вот я как-то еще в застойное время, по-моему, обучаясь на журфаке, впервые прочитал для себя, увидел эту Международную конвенцию прав человека. Я помню, что каждая статья начиналась словами: каждый человек имеет право, каждый человек имеет право. У нас в России нет такого, скажем, постулата, который бы, скажем, любой из нас мог бы посмотреть и прочитать. Почему американцы за свои права, скажем так, вот, ну, мать родную предадут? У нас, вы говорите о правах. Нет, почему нет у нас? У нас Конституция Российской Федерации. Почему нет? Я не соглашусь. Отдельным сводом нельзя прописать, вот как Международная конвенция прав человека? У нас везде все прописано. Допустим, везде есть порядок, допустим, ну, о митингах, допустим. Есть порядок, который, есть определенный порядок, чтобы подавать заявки и так далее, и так далее. Второе, если человек нарушает какие-то, он должен ответственность нести. Ну, понятно. Нарушение плюс наказание, это у нас. Поэтому у нас есть основной закон есть Конституция Российской Федерации. Хорошо, вот видите, вот тогда вопрос поставим иначе. Вот требуется ли защита наших прав при такой, может быть, не совсем верной наступательной политике самих властей? Давайте конкретику по нашему, скажем, региону сползем. Вот недавно в Рио главы призывал к усилению штрафов и сборов за административное правонарушение. Ужесточить, повысить, там большие, скажем, пределы указать. Или взять вот жадные до драконовских новшеств ГИБДД. Они уже не знают, за что, скажем, с автолюбителей деньги содрать. То за отсутствие знака шипы там на заднем стекле, то обратно отменили. То есть это ведь, идут какие-то вот такие ноу-хау местного пошиба, местного разлива. Вот я по поводу повышения штрафа за административное правонарушение. Ну вот, видите, вот или так, возьмем еще пример. У нас вот на входной двери подъезда моего дома, где я живу, появилось грозное предупреждение о работе в микрорайоне судебных приставов по неплательщикам за услуги ЖКХ. Ну, вроде все нормально, конечно. Вот на чьей стороне в данном случае будет институт уполномоченного по правам человека? Станет ли он бороться примерно на стороне простых людей? Вот, скажем, с неуправляемым ростом тарифов. Откуда задолженности растут? А тарифы у нас ежегодно повышаются на коммунальные услуги. Вот вы, скажем, взяли бы и своим неблагочисленным штатом, их, по-моему, у вас 3 человека, да, взяли и где-то на каких-то парламентских слушаниях, где-то на уровне заседания правительства, подняли вопрос: ребята, вы правильно преследуете судебных приставов, там им только дают команду, они сразу бросятся исполнять. Давайте я поясню. Вообще, во-первых, Ратиф Фаридович говорил о собираемости штрафов.
именно то, что вопрос, который он поднял, да, я и соглашусь здесь, вы понимаете, речь ведь шла о том, что который после 11 нарушает покой и так далее. Почему, допустим, вот мы опять вернемся к этому, о своих обязанностях, почему, допустим, если у меня маленький ребенок, должен шум там и пьянство в соседней квартире? Я это раз первый, вот я отвечу, то, что вы сказали, Ради Фаридович. Речь шла, собираемся, по приставам судебным. Вот теперь давайте вот это все в одну кучу не сбивать. Это, допустим, по задолженности по коммунальным услугам. Ведь судебный пристав, вот он как вот милицию начинает. Ну вот, да, ему команда пристав дана, никакой команды не дано, давай своими словами все называть. Есть судебное решение. Пристав это исполнитель. Есть судебное решение, есть исполнитель производства, он его выполняет. Понимаете? И не то, что он хочу, не хочу, то есть именно там по команде, по заданию. Нет, это исполнение судебных решений. То есть, понимаете? И то, что проводятся там и сборы, они в рамках закона все это делают. Повышение тарифов на ЖКХ, я с вами согласен полностью. На самом деле сейчас, если взять, допустим, и средний доход населения, то есть, тут и чуть ли, наверное, 30-40%, наверное, пожирают коммунальные услуги. Это. Да, здесь выходить, и в этом я в докладе в самом не в основном, конечно, там есть оно тоже эти моменты. Я здесь с вами согласен, да, и мы это обсуждаем на федеральном уровне, и перед Татьяной Николаевной, то есть эти вопросы повышения. Нет, я имел в виду повышение тарифов на коммунальные услуги не в масштабе страны, а в масштабе региона. Это у нас ведь федеральные законы. Я понимаю, но у нас ведь помимо этого есть еще своя внутренняя возня с теми, кто подает теплоносители, те, кто подает холодную воду. Сейчас, там тоже идет сейчас ведь я согласен, такие. То есть именно, вот самое, наверное, сложное, именно жилищно-коммунальные услуги вот эти. То есть, когда, помните, когда мы были, когда общедомовые тоже были вопросы, когда больше взимали, то есть и возвращались. Здесь я с вами согласен. Нет, я к чему? Да. Вот возьмите ситуацию по Уфе. Уфа, водоканал. Да. Нет, теплосети, уфимские теплосети. Уфимские теплосети, не секрет ни для кого, многие, хотя, кстати, не знают, о том, что уфимские теплосети уже который год пытаются отжать и взять под себя поставщики тепла извне. Это Интеррау, будем говорить так, и их подразделения. И якобы у уфимских теплосетей большой долг скопился, и его поэтому хотят обанкротить для того, чтобы забрать себе сети. Если городские сети заберут хозяева теплоносителя, то тогда неизбежно повышение тарифов. Вот эти нюансы. Можно ли, скажем, где-то так вмешаться и сказать, что, ребята, следующим шагом будет ущемление прав людей? Я сразу на этот вопрос отвечу. То, что у нас, допустим, мои предложения носят рекомендательный характер. Понимаете? Вот ситуация какая. Мы, вот отличие от федерального полномочия, мы региональные. То есть, у нас региональный закон, где все прописано, мои права прописаны по полочкам. Понимаете? Здесь момент, да, допустим, могу внести, но это будет рекомендательный характер. Вот что. Здесь где-то я в своих правах тоже где-то ограничен, понимаете, то есть... Ну хорошо, рекомендательный характер. Но вот возьмем из обязанностей омбудсмена по правам человека, это уже из федерального, скажем. Там написано так вот. Сейчас я опять процитирую, чтобы уж быть точным. В случае грубого или массового нарушения прав и свобод граждан уполномоченный вправе выступить с докладом на очередном заседании Госдумы. Это именно федеральный, да. Также он вправе обратиться с предложением о создании парламентской комиссии по расследованию фактов нарушения прав и свобод граждан и о проведении парламентских слушаний непосредственно либо через своего представителя, участвовать в работе указанной комиссии и проводимых слушаний. Вот такое право распространяется на регионального омбудсмена, и можете ли вы инициировать создание парламентской комиссии в Госсобрании и сами принимать участие в заседании этой комиссии? Я участвовать, допустим, где-то у нас круглые столы проходят, допустим, на парламентских слушаниях я участвую, там выступаю, то есть предложение дается, то есть у федерального более, шире закон там, поэтому мы вносим, поэтому, который допустим, в годовых докладах, которые выступают, они всем депутатам раздаются все это, то есть изучается, и вот буквально, я говорю, может, повторюсь опять, уже вот 2 совещания уже, не совещания, круг стола по, не то что по результатам, а те, которые темы я поднимал, вот сейчас и по здравоохранению будет, и по обеспечению бывших 8 детских домов, то есть, да, оно идет это. Есть такое право, поэтому и мы делаем, где массовые нарушения идут, понимаете, то есть и мы информацию. То, что я сказал рекомендательно, да, вот одно, но второе, у меня есть право, допустим, в тех случаях, когда они, допустим, те же органы, когда очень редко не реагируют, у меня есть право обращения, я ведь обращаюсь в органы прокуратуры не только республики, здесь, если, допустим, не будет реакции здесь, я обращаюсь в Генеральную прокуратуру,
и федеральному полномочию, то это право есть. То есть, если рекомендатель, но есть нарушение, то есть я все равно довожу логически до конца. Если четко есть нарушение прав человека, то есть тут у меня тоже права не ограничены, я могу через федеральную помощь и обращение, и пример это есть. Вот. За всю день раз, два, три обращался, то есть и моментальная реакция идет. А как правило, допустим, у нас органы прокуратуры проблем нет. Хорошо, вот видите, вот еще такой момент. Вот я уже упоминал, и, да, и многие, наверное, знают, что ваш институт полномочий прав человека в Республике Башкортостан включает всего лишь 3 штатные единицы. Всего лишь 3. Почему говорю всего лишь? Например, в той же Чечне их там, по-моему, 3 десятка. В Татарстане 2 десятка. Почему у нас в регионе, в котором проживает 4 миллиона человек, всего лишь 3 человека составляет вот институт уполномоченного по правам человека? Ну, этот институт, как вы знаете, он был создан первый в Российской Федерации, даже федерального закона не было тогда, это в 1996 году. И вот с тех времен, как пошло это, так и осталось. И вот буквально в январе на встрече с Радий Фаридовичем Хабиром эта тема была поднята тоже. Он пообещал, я думаю, в этом году все-таки поправится. Я с вами согласен, конечно, недостаточно. Ну что вот 3 человека могут на большую республику? Понимаете, что вам удается, что вам не удается? Ну, всю республику я объехал уже, всю. Честно вам сказать, все дома престарелых, здравоохранение, то есть езжу, ну что ж, я не жалуюсь. Я работаю, то, что в моих силах есть, и все, что... Не, ну одного же, видите, Александра Матросова на все амбразуры-то не хватит. Не, ну понимаете, человек, как оно, то есть один уполномоченный. Понимаете, уникальность института, то один уполномоченный. Да, выезжаем, ну, что ж поделаешь, езжу. Поэтому... Ну, а как поставлена работа уполномоченных по правам человека в соседнем Татарстане, где у них там более 2 десятков человек? Ну, у них, более, я не знаю, нагрузка, наверное, поменьше у них. Я не знаю, я не берусь судить об этом, как у них, понимаете? И это мне не нужно. То есть я свою работу, которая у меня в плановом порядке, мне планом, я который выстроил все это, и она работает, я считаю, и проблем нет. Посещение, то есть у меня, как правило, да, места лишения свободы, да, у нас более 16 тысяч, которые в местах лишения. У нас и колонии, все, выезжаем, встречаем с осужденными, то есть какие проблемы. Я говорю, даже если взять, вот вы задавали вопрос, там, как он может быть положительный, позитивный, я вам сразу скажу по местам лишения свободы. Если я когда начинал эту деятельность, то вопросы, в основном, которые к нам обращались, это около 35% было с мест лишения свободы, они обжаловали приговоры, жаловались на недозволенные методы ведения следствия. А сейчас тематика меняется совершенно. Люди уже начали осуждать, задуматься, а что же они будут после, допустим, выйдя на свободу. Это вопросы пенсионные, и жилье, и так далее. То есть вопросы по социальной реабилитации. Да. Вот. То есть вопросы другие, допустим. То есть ведь нужно ехать, допустим, если места лишения свободы, едешь, если ты эти вопросы снимаешь, и проще, понимаете. Поверьте, вот я сколько выезжаю по месту лишения свободы, и мы решаем на местах. И любое, допустим, заявление, которое к нам в обращение приходит о каких-то нарушениях, допустим, условий содержания, они медленно выезжают туда, поверьте. Понимаете, и там на местах разбираемся, там, по медицинскому обеспечению, вещевому и так далее, так далее. И понимаете, оно спокойнее, как ты сказать, вы страны, в УФСИН республике у нас другое отношение. То же самое, по изолятору временного содержания. Буквально сколько закрыли несоответствующих, буквально там порядка 12 уже. Вот за последние годы эти. Вопросы, которые если, допустим, первые года, которые мы уезжали по домам престарелых, то много было вопросов. Но именно вот работа взаимодействия с Министерством семьи, труда и соцзащиты, вот, проблем нету. 2-3 месяца все устраняется. Пожалуйста, все другое. По психоневрологическим интернатам взять. Тоже все, допустим, и революционные мероприятия проводятся, и там материально-техническая база, понимаете? Есть по здравоохранению проблемы. Об этом сейчас Радий Фаридович говорит. Ведь понимаете, ситуация какая, если 5-7 лет назад, когда это возникла проблема, я тогда говорил о том, что первичное звено нужно сохранять. К сожалению, там у нас сократилась участковая больница практически 2 раза сократилась она. И сейчас вопрос, буквально за 3-4 месяца, вот это восстановление ФАПов, участковых больниц. Там вот, да, у нас мы проводим высокотехнологические, допустим, операции, то есть уникальные операции, но я говорил и буду, то есть должно быть все-таки ближе к земле идти, то есть первичное звено восстанавливать надо. И вот сейчас Радий Фаридович на это, он как буквально там с ноября месяца, октября, этот вопрос стоит, он острее. Потому что, понимаете, есть и проблемы по медико-социальной экспертизе, которые у нас 47% только укомплектованность, понимаете? Это нормально. И сейчас то, что я вносил предложение, администрация, главная администрация, причины нет отсутствия ведомственного жилья. Их обеспечить врачей над жильем. А вы понимаете, подготовка, допустим, врача экспертиза только в Питере проводится, в Санкт-Петербурге.
Понимаете, если этого не будет, ведь инвалидам как добираться-то до этих местов? Много, да, я не жалуюсь, да, малочисленно, но то, что в наших силах делать, и спасибо моему аппарату, с кем мы работаем. Выезжаем, ну, что же делать? Ну хорошо, Бог, это будет, конечно, вот эти вот позитивные примеры, конечно, они, так сказать, радуют слух. Но вот если бы вы на минувшей неделе были утверждены башкирским парламентом в первый раз, то, возможно, бы вот такой вопрос я бы не задал. Но я все-таки помню о том, что передо мной сидит человек, который уже 2 пятилетних срока, как говорится, отмотал вот на этом тяжелой работе. Фраза хорошая. Да. Скажите, пожалуйста, вот тем не менее, несмотря на вот эти позитивные перемены, о которых вы сейчас перечислили в здравоохранении и других делах, какие нерешенные болевые точки в республике до сих пор остаются нерешаемыми, вот на ваш взгляд? Я говорю, первое, конечно, обеспечение жильем отдельной категории, это социальное жилье. Это проблема. Она решаема? Она решаема. Вот надежда одна, в 2016 году была принята концепция до 2025 года обеспечения отдельных категорий граждан. Уже вот в Уфе, в Кузнецовском затоне начали строить еще в муниципальных районах. Но там до 2025 года, как по программе, должны решить этот вопрос. Это тяжелый вопрос. Загибаем палец. Первый, допустим. По расселению все-таки тоже сдвигается. Но ситуация какая по расселению с аварийным ветхого жилья? Люди не согласны с переселением. То, что сдвигается, нормально. А что вообще лежит, вот скажем так, вот нарывом? Ну, нарывом. Вот на сегодняшний день. Давайте по банкротству. Я говорил, повторюсь опять. Невыплата заработной платы. Проблема. Потому что везде официальная статистика дается 2-4 миллиона. Это ведь не соответствует действительности, я вам сразу говорю. В сотни раз выше. Потому что статотчетности подлежат только крупные и средние предприятия. Это проблема. Работа проводится у нас межведомственная комиссия только по гашению в том году. Порядка 500-600 миллионов. Работа идет это. Но это проблемный вопрос. Дальше, допустим, о котором мы говорили, давайте лица без определенного места жительства. Ну, понятно. Да. Но это все публика, которую мы знаем. А вот, скажем, права предпринимателей. Их же тоже нарушают. Есть полномочия по правам предпринимателей, Рафаэль Вагич. Наверное, ну, понятно. То есть вы тут поделены. Все у понятно. нас это маленько поделено, да. То есть это права предпринимателей, да. Но это не говорит о том, что... Где-то пересекается. Зачем пересекаться? Ну, вот разница в чем? Потому что по правам человека, то есть мы охватываем все сферы деятельности. В том числе, если ко мне обращаются и по предпринимателям, мы эти вопросы смотрим. Я не переправляю, я сразу говорю. Если по правам ребенка приводят, то же самое. Потому что какие-то вопросы взаимодействия, они решаются. Понимаете? А между собой полномочия как-то так конечно, в контакте безусловно. Безусловно. У нас, вот, я говорю, моменты где-то, которые... Та же Скоробогатова с вами, да, вы с... Конечно, они у меня консультируются, я у них. Вот, Габидуллин, вот буквально вот перед вашей поездкой мне звонит, тоже консультировался. Какие-то моменты, да, я консультируюсь. Конечно, без взаимодействия. Понятно. О какой работе можно говорить? Понятно. У нас пошла последняя минута, я хотел бы единственный такой вопрос задать, получить коротенький ответ. Как вообще реагирует башкирская власть, новая, сегодняшняя, скажем так, на деятельность регионального института уполномоченного по правам человека? Поддерживают вас, игнорируют или же создают видимость согласия с вашими обращениями? Вот хочу буквально сказать, поддерживают. Буквально вот я на той неделе, в понедельник доложил, еще раз скажу, руководитель администрации главы, моментально пошло, даже по тем хостам. Меня что нет радует, честно. То есть теперь вы были оптимистом? Я остаюсь с двойным оптимистом. Да. Хорошо. Все-таки... Спасибо вам большое. Спасибо. Это была программа «Послесловие». У меня в гостях был Рим Каюмов, новый уполномоченный по правам человека Республики Башкортостан, утвержденный на минувшей неделе региональным парламентом на 3-й пятилетний срок. На этом мы с вами прощаемся. Всех вам благ. Никакого секрета.